Библия как книга, она охватывает, характеризует человеческую историю от начала до конца. Вначале мы на первых страницах читаем, что сотворил в начале Бог небо и землю. То есть повествуется о создании нашего мира из ничего. И заканчивается она на последних страницах словами «Ей гряди, Господи Иисусе». То есть описывается величественная картина конечной судьбы мира, всеобщего страшного суда, торжества добра над злом. И заканчивается на этом человеческая история. То есть вот в книге «Апокалипсис» есть такие слова, что времени уже не будет. Если время изначально сотворяется вместе с пространством в начале мира, то в конце оно уже исчезает. То есть вечность – это не просто бесконечная протяженность времени, это уже само отсутствие времени. Следующий момент, мы так и будем идти по отдельным пунктам. Библия, как известно, это самый массовый, известный и доступный памятник вообще культуры, так сказать, человеческой деятельности. Вот общее число изданий Библии, по некоторым данным, превышает уже 6 миллиардов экземпляров, что в несколько раз больше, чем ближайшее к ней по численности издание. И вместе с тем, вот в этом моменте забывается очень важный факт. Библия – это книга церкви. Иногда к ней такое отношение, как вот к некому такому документу историческому или нравственному, который вот как будто бы адресован всем народам земли. Она действительно адресована ко всем народам земли, и все могут обращаться к ней для познания, но изначально, чтобы правильно понять Библию, надо помнить, что она является именно достоянием церкви. Кто-то из святых отцов даже прямо так и говорил, что это наша книга, наша. То есть вы, скажем, язычники, другие оппоненты, представители каких-то других вероучений, вы не имеете права даже прикасаться к ней, потому что вот она не просто нам дана, она, можно сказать, нами написана. То есть церковь сама, в лице, понятно, апостолов, она ее написала, она бережно отобрала именно те книги, которые соответствуют священному преданию. Вот. Она сохраняла их из века в век, переписывала, толковала, что-то сочла нужным записать, что-то нет. Как сказано в Евангелии о том, что если бы все, что сотворил Иисус, записать, то и весь мир не вместил бы написанных книг. И, как говорит апостол, что держитесь того, чему вы научены словом или посланием нашим. То есть что-то передано через письменные документы, а что-то только устно. Вот. Кстати, касательно всеобщей проповеди Евангелия, в нем присутствуют такие фразы о том, что, например, во всем мире будет проповедано то, что сотворила женщина. Женщина – та самая, которая помазала миром Христа перед его распятием. Вот. И одни из заключительных слов Христа его ученикам, что проповедуйте Евангелие всей твари, то есть всему творению, всему созданию. Следующий момент, который надо сказать, это то, что Новый Завет, особенно в частности, вот, ну и вообще в целом Библия, это один из наиболее достоверных письменных источников того времени. То есть если мы сравним, например, вот Библию с, скажем, с творениями древнегреческих философов, и мы попытаемся найти оригиналы, ну то есть рукописи вот, вторых, то мы обнаружим, что вот, Библия в этом плане намного древнее, намного достовернее. Существует множество так называемых кодексов Библии. Кодекс – это вот конкретная рукопись, конкретный манускрипт, который был обнаружен вот, в неком месте. Вот, они разные по объему. Вот, кстати, самый древний, он буквально представляет собой крошечный кусочек. Вот, он датируется первой половиной II века. Это кусочек из 18 главы Евангелия от Иоанна. Вот. Известные кодексы – это Ватиканский кодекс середины IV века, Синайский кодекс, тоже IV век, кодекс Безы, Ефремов кодекс, V век, кодекс Честеробити, III век. Вот. Есть более полные, есть менее сохранившиеся, но в любом случае достоверность их очень велика.
То есть мы действительно можем утверждать, что Библия не выдумана кем-то, скажем, там, в X веке или в XV, а действительно она достоверно существует вот с первых веков именно нашей эры. Следующий момент. Библия, как мы ее понимаем, она не продиктована Богом, а является сотворчеством Его и людей. Это отличает ее от многих других духовных произведений человечества, которые понимаются именно как вот некое откровение, ну, например, в частности, Коран. Там, когда мы читаем историю создания, то мы видим, что Мухаммеду говорится указание вот «пиши». И хотя он не сначала отказывается, но все-таки он потом записывает то, что ему говорится. Вот. Библия не так. Не так она понимается. Человек, призванный к общению с Богом, а Евангелие – это откровение, это призыв Божий к общению с Ним. И вот человек, услышав этот призыв Божий, он отвечает на него, то есть он становится на путь вот этого спасения, святости, он становится, может быть, проповедником, апостолом, например, и он излагает то, что ему открылось, то есть во многом именно свой личный опыт богообщения, ну, отчасти, может быть, и из рассказов других людей, но то, что тоже соответствует его опыту, он излагает все-таки с сохранением своей личности. То есть с учетом особенностей своего языка, своей культуры, своего времени. И в этом величие Библии, потому что мы верим, что Господь Бог, Он вообще любит людей. И Он, отдавая нам свое откровение, Он не отнимает человеческую свободу. Вот это очень важно понять. Не отнимает. То есть Он не просто диктует свою волю, а Он показывает свою любовь. В Иисусе Христе Он показывает свою любовь. А люди уже на эту любовь отвечают. И отвечая на нее, вот они творят, так сказать, священную историю, творят дело спасения, творят жизнь церкви и творят священное писание как определенное произведение, как определенный вот продукт своего творчества. История создания Библии охватывает очень длительный период. Это начиная примерно с 13 века до Рождества Христова до 5 века по Рождестве Христовом. То есть это суммарно около 17 веков, 17 столетий. Опять же, это ее отличает от многих книг, которые имеют конкретный, довольно узкий период создания. При этом история Библии, она 5 веком не заканчивается, а продолжается ее, скажем, там, уточнение. Вот некоторые места потом в результате переписывания вкладываются ошибки, потом эти ошибки поправляются, появляются некие критические тексты, которые утверждают что-то другое, эти тексты опровергаются или наоборот отчасти принимаются, появляются разные переводы, вот, и идет спор о некоторых местах Библии, вот, о тех моментах в связи с новыми там, археологическими открытиями и так далее. Вот, то есть эта книга все-таки, хотя мы ее принимаем в основном как действительно древнейшее и вернейшее откровение, но все-таки не надо ее понимать как застывшую, как вот некую от А до Я продиктованную истину, и в которой, если вдруг что-то потеряется, какая-то буква исказится, то все уже пойдет не так. Нет. Именно в православной традиции Библия понимается как часть священного предания. То есть не противопоставляется священному преданию, как это существует в протестантской традиции. Мы знаем, да, что Лютер провозгласил этот лозунг «Sola Scriptura», то есть только Писание, и потом вот из Священного Писания предпринимаются попытки как бы реконструировать, то есть вот воссоздать некую церковную жизнь, в чем-то похожую, скажем, на древнейшие апостольские времена. Нет, мы считаем, что то, что нам открыл Господь Бог в Иисусе Христе, и то, что Он открывал людям до Него, как бы подготавливая людей к принятию Спасителя, вот, оно потом в целом выражается в священном предании. По выражению одного из богословов 20-го столетия, Владимира Николаевича Лоскова,
Священное предание – это жизнь Святого Духа в Церкви. То есть это как раз и есть вот то самое сотворчество, такое единство Бога и людей. Это история святых, история мучеников, история церковной культуры, богослужение, оно очень сильно меняется, и до сих пор это живая область деятельности, она тоже дополняется, обогащается, какие-то элементы, наоборот, уходят в прошлое. Вот. Поэтому Библия живет, точнее, священное предание живет, а вот часть священного предания, некая наиболее стержневая, наиболее важная, наиболее требующая вот именно записи, в том числе, конечно, для хранения исторической памяти, или для защиты от искажений, потому что много появлялось ереси в древние времена. И какая-то часть, она была записана. Как мы уже сказали с вами, конечно, далеко не все. И, как по выражению тоже из одного из святых, что если вдруг даже что-то произойдет, и вся Библия исчезнет, допустим, будет уничтожена, а такие попытки предпринимались не раз в истории человечества и, к сожалению, в нашей истории, в советское время. Если вдруг уничтожить всю Библию, хотя сегодня это почти уже невозможно с учетом наличия электронных источников, то мы ведь не останемся без веры, не останемся без общения с Богом во Христе. То есть мы ее восстановим, мы можем ее написать заново. Мало того, что она живет в наших душах, да, что мы очень многие места помним наизусть, мы можем их просто по памяти записать. Но мы верим, что сама жизнь наша, то есть сама вера наша, она тождественна Библии. И поэтому из жизни, наоборот, мы можем, как изначально было Писание написано из жизни, так и из жизни мы можем вновь восстановить Священное Писание. И при этом мы понимаем, что по словам Христа, при его вознесении, он сказал, что «Я с вами во все дни до скончания века». То есть он пребывает с нами. И он Святым Духом может наставить нас на всякую правду. Даже если где-то в чем-то в тексте мы ошибемся, то он откроет, покажет, поправит, через соборный разум даст нам это понять. Кстати, хочу показать, буквально сегодня подарили, от одной женщины досталось, наверное, уже непокойной, через другие руки подарок, это псалтырь. Псалтырь старое дореволюционное издание, сами обложки, они такие деревянные, обшитые бумагой. Тут, кстати, видно дата издания, или это подарочная надпись, 1901 год. То есть это еще дореволюционное издание, это церковно-славянский, разумеется, шрифт, такая двухцветная, черный, красный шрифт. Кто-то по этой книге молился, читал ее, познавал, так сказать, Бога, верим, надеемся, что уже пребывает в Царстве Небесном. Тут даже шрифт, какие-то есть пометки, можно увидеть на этой страничке. И вспоминается тут еще и государи, и благоверные государни, и великие княгини перечисляются, потому что за них тоже люди молились, понимая, что церковь, она занимается спасением мира, и молитва за власти и воинство, это очень важная часть ее спасительного дела. Итак, мы с вами к следующему пункту переходим. Мы говорили с вами, что Библия, она не может считаться так просто автоматически всеобщим достоянием, что она действительно написана церковью, для своих внутренних нужд, отобрана церковью. И конкретно канон книг, то есть список книг, которые входят в Библию, он был установлен на церковном соборе. Это Карфагенский собор, 419 год. В правилах этого собора мы читаем, что священные книги суть такие-то. При этом, разумеется, тексты сами не приводятся только названия книг. Потому что к тому времени, это еще и намного раньше, появилось множество книг ложных, еретических, гностических тогда, так называемых. И церкви надо было решить, какие именно книги использовать. Но еще до собора, многие святые отцы в своих посланиях, они указывали этот список, причем он варьировался. Кто-то включал, например, послание к евреям апостол Павла, кто-то не включал. Кто-то включал книгу Апокалипсиса, кто-то нет. Кто-то говорил, что включают, но мы ее, допустим,
Не рекомендуем читать прежде определенного возраста, есть такая церковная традиция, там до 30 лет, книгу Апокалипсиса, как и книгу пророка Иезекииля не читать. Не потому что запрещено, а потому что просто нужна определенная зрелость духовная для ее понимания. Вот. То есть это сделала церковь, именно православная церковь, надо подчеркнуть. Дело в том, что сегодня много людей, они говорят, что они верят во Христа, и они являются, с их слов, по их словам, они говорят, мы являемся церковью, мы тоже церковь. Вот. Но получается парадоксальная ситуация. То есть православная церковь этих людей не признает. Они не верят так, как верит православная церковь. В частности, отрицают, например, присутствие божества в святых таинствах, в теле и крови Христовом, вот, называя их, например, просто символами, а церковь всегда, в том числе и в своих канонических правилах и соборных определениях, она утверждала это присутствие телесное Христа в святом причащении. Они отвергают, например, святые иконы. А ведь иконы – это тоже решение церкви, что мы чтим святые иконы. И как мы их чтим, это все записано именно в решении собора. Ну, в частности, это 7-й Вселенский собор, 787 год. То есть они все это отвергают, не признают. Ни иконы, ни таинства, ни священства. Но вместе с тем они считают себя церковью. Хотя православная церковь, разумеется, их отвергает и не признает, и не говорит, что мы с вами едины. Говорит, но мы, те люди, которые не признают, они говорят, мы едины, мы думаем, что мы церковь, но это такие временные человеческие недоразумения, это перегородки, не достигающие до небес и так далее. Но, по-моему, неправда этой позиции, она очевидна, потому что как это? Господь ведь создал одну церковь, он говорит, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Но если одни люди считают себя в ней, другие считают себя в ней, но первых, вторых не признают, значит, это уже нет тут единства. Причем это речь идет именно о вероучительных различиях, не о частных административных моментах, а именно о вероучительных различиях. Итак, запомним, да? Вот запомним эту дату и это место. Карфагенский собор, 419 год. Вот. А до этого, надо сказать, кстати, церковь довольно свободно относилась к Священному Писанию, то есть спокойно, не в том смысле, что вот какая-то книга там забыта или потеряна, или спорить надо из-за чего-то, или как вот в XIX веке уже появилась библейская критика. А вот святые отцы писали примерно в таком стиле. Допустим, кто-то, когда их спрашивал, кто-то, какие именно книги считают священными, они писали примерно так, что раз уж вы просите, то есть раз уж вы настаиваете, так и быть, вот тогда вот сообщаем мы список книг, которых мы считаем священными, но, впрочем, это не так уж важно. То есть, что мы опять здесь подходим к этой с вами мысли, что Священное Писание – это часть священного предания. Часть священного предания. И надо в первую очередь, если ты хочешь прийти к Богу, ты хочешь познать Христа, и через Христа ты хочешь прийти к Богу, ты в первую очередь должен войти в священное предание церкви. И тогда уже для тебя Библия, как часть вот этого священного предания, она будет становиться понятной. Поэтому, кстати, ее и очень важно, вот этот пункт тоже здесь скажем, что ее нельзя читать, лучше так скажем, не просто нельзя, а нежелательно читать самому по себе. Ее обязательно надо читать в наставничестве. Вот. В первую очередь это наставничество святых отцов, таких как Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Климент Александрийский, Киприан Карфагенский, Амвросий Медиаланский. Вот, кстати, тоже его книгу вместе с ним подарили. Вот я очень этому рад, потому что этого святого отца у меня не было в библиотеке. Тоже того же примерно периода, начала 20 века или конца 19-го. Вот несколько сочинений Амвросия Медиаланского. Такая вот радость. Раритетные книги сегодня оказались. А вот, кстати, и календарь. Всего три книги оказались в подарке. Это календарь, церковный календарь. Тут на каждый день упоминаются святые, которые вспоминаются. Здесь мученики, преподобный Антоний Великий, святые, а вот, кстати, святой Афанасий и Кирилл, архиепископ Александрийский. Афанасий Александрийский, он великий богослов и экзегет, участник Первого Вселенского собора, много творений оставил нам.
Вот, преподобный Макарий Египетский, вот, пожалуйста, читайте его труды. Вот, он толкует как раз сложные, таинственные места Священного Писания, в том числе Ветхого Завета. Преподобный Ефимий Великий. То есть многие люди, они после себя ничего, может, и не оставили, но они жизнью своей толковали Священное Писание. Поэтому, чтобы понять конкретно те или иные заповеди Христа, ну, допустим, когда он говорит «возненавидь отца и мать», кто не возненавидит своих близких, тот не может быть моим учеником. А как это сделать? И возможно ли это сделать? Как раз святые, которые, бывало, свой дом оставляли, уходили в пустыню, вот они показывают, как это сделать. Ну и вместе с тем толкуют, как это надо правильно понимать. Вот. Мы с вами знаем, что очень много ересей, расколов возникало именно потому, что люди начинали сами толковать Священное Писание. Вот человек просто сидел, читал, он уже был изначально заражен неправильной мыслью, что он может правильно его понимать сам, вот, вычитывал там какую-нибудь цифру, вот, и начинал из нее, исходя, предсказывать, например, конец света, чего было много раз в человеческой вот этой новозаветной истории. Или начинал, например, говорить о том, что вот об оправдании веры, да, вот, что, по-моему, из послания к римлянам, вот такие вырванные из контекста слова апостола Павла о том, что мы оправдываемся верой во Христа. И если взять отдельно, да, можно так сказать, что вот ты веришь во Христа, и все этого достаточно, и не надо уже никакой ни аскетики, ни поста, ни молитвы, этого достаточно, вы спасены. Вот верою вы спасены, говорит апостол Павел, и сие не от вас Божий дар. Вот так. А если вырвать, опять же, эту фразу из общего новозаветного контекста, то можно сказать, и сие не от вас. То есть, ну не вы это решали. Вот Бог вам дал дар, веру, значит вы спасены. А раз Он дал, значит, это же Он решал, кому давать. Отсюда возникла, например, ложная идея Кальвина о предопределении. Потому что Бог изначально от сотворения мира знал, кто из людей погибнет, кто спасется, поэтому кому-то Он дает для спасения, кому-то не дает. Вот к чему приводит такое чтение само по себе. Очень важно, чтобы мы слушали Библию в проповеди церковной, в толковании священнослужителей, духовенства, вот, в толковании, как мы сказали, святых отцов, вот, современных, в том числе можно ими пользоваться, разумеется. Да? Феофан Затворник, например, святитель, у него есть мысли на каждый день года чтения. Епископ Мефодий Кульман, это уже вот совсем из наших современных. Вот. Есть не только священнослужители, но и миряне. Вот Александр Лопухин, например. Александр Иванов, есть хорошая книга «Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета». Иоанн Кронштадтский очень много говорит поучений на эти тексты. И Михаил Барсов, потом советую вот лекции ныне здравствующего профессора Андрея Борисовича Зубова, они доступны ВКонтакте, на сайте Предания.ру, в Ютубе, 40 лекций по Библии, по Ветхому и по Новому Завету. Вот это все мы рекомендуем, но здесь надо пояснить, что всякий человек может ошибаться, кроме Христа. Мы Христа единого считаем безгрешным. А святой Отец, святой это не значит, что он безгрешный. Что святой это значит, что он пребывает в Царстве Божьем. А мы знаем, что в Царстве Божьем пребывают ведь иногда и разбойники, то есть у Бога милости много, и Он прощает. И любой из нас, самый грамотный, образованный, даже духоносный, он может допускать ошибки. Преподобный Серафим Саровский сам, например, о себе, о чудотворец, он говорил о том, что когда я говорил от себя, а не от Духа Святого, то бывали ошибки. То есть были случаи, когда он говорил действительно не от Духа Святого, а просто вот от себя, как ему казалось. Вот. Поэтому мы используем такое понятие, как консенсус патрум. Это означает согласие отцов. То есть один святой отец об этом говорил, другой святой отец об этом говорил. И в последующие века, спустя, допустим, тысячелетия, святитель Григорий Палама об этом говорил. И в 19-20 веке об этом же говорят. То есть тогда мы видим согласие отцов, и мы можем утверждать, что действительно определенная истина, вот, она открыта нам, она зафиксирована в Священном Писании, она растолкована святыми отцами. Как говорил один из святых, Викентий Лиринский,
Вот мы верим тому, чему верили всегда и везде. То есть вот этот критерий древности, только эти слова надо понять правильно, опять же, не вырываясь из контекста. Вот этот критерий древности, критерий всеобщности, вот он имеет важное значение при толковании Священного Писания. Вот. Ну, почему я сказал, что его нельзя вырывать из контекста? Потому что все равно живое участие Бога в человеческой истории, оно сохраняется. И Господь может указать на ошибки, да, они могут быть даже весьма застарелыми, они могут длиться веками или даже тысячелетиями. Вот, но постепенно Господь показывает нам, открывает нам, дает вот наставление, разум вот, в понимании тех или иных вещей. Теперь хочется сказать мне несколько слов о том, что библейский текст – это текст многослойный. То есть в нем всегда мы можем найти несколько уровней понимания. Даже мне доводилось слышать такое, что там до 30 уровней понимания существует. Ну, по крайней мере, 2, 3, 4 легко мы можем насчитать, как Господь, например, говорит, вот Иисус Христос, да, при входе в Иерусалим, что оставляется дом ваш пуст. Это можно понять сразу в нескольких смыслах. И в ближайшей исторической перспективе, то есть, что его отвергают, его распинают, его выводят из Иерусалима, и раздирается завеса в Иерусалимском храме. Вот. Это можно понять и в более отдаленной исторической перспективе, это 70-е уже годы, когда происходит разрушение Иерусалима. То есть отошла благодать Божия, да, и он был захвачен и уничтожен. Но это можно понять и более глубоко духовно по отношению к душе человека. Что если человек отвергает Христа, то оставляется дом его пуст, а под домом здесь подразумевается именно душа. Вот она лишается благодати Божьей. Вот так несколько уровней мы можем насчитать. Или вот такие разные толкования. То есть могут быть на одни и те же фразы различные толкования, которые друг другу не противоречат, а дополняются с разных сторон. Ну, например, где труп, говорит Господь, опять же, в той беседе, в входе в Иерусалим, там соберутся орлы. Вот. Некоторые толкователи указывают в этом на тот же самый захват Иерусалима, вот, а некоторые видят в этом указание на самого Христа. Ведь он как умерший, как распятый, то есть он мертвец, но он воскресший из мертвых. Вот. И там соберутся орлы, то есть собираются ангелы, и собираются люди, которые верят во Христа, которые вкушают его плоть и кровь. Вот. И они как орлы, скажем, терзают человеческое тело. Вот. Также и верующие христиане, они через тело и кровь Христова, они получают вечную жизнь. Так можно эти слова понимать. Скажем немножко о языке. Язык Библии вообще в целом, и Нового Завета в том числе, это язык непростой, это язык образный. Потому что духовные сущности, духовные понятия вообще они невыразимы напрямую. Само даже слово «дух», оно ведь означает дыхание, движение ветра. Да? То есть под движением воздуха мы подразумеваем некую невидимую жизнь, которая не познается напрямую, но познается через сердце, которое рядом с нами существует. Это, разумеется, поэтические выражения. Вот. Ну, например, вот история в райском саду. Она описывается через вкушение яблока, то есть запретного плода, с дерева. То есть бытописатель, что нужно выразить это там. И значит, лучше это выразить было никак невозможно. То, что там происходило. Понятно, что речь идет об отношениях человека с Богом. Или для понимания такой приведем пример. Когда мы говорим человеку, скажем, которого мы любим, мы говорим, что ты у меня в сердце, это же не значит, что на самом деле человек физически сидит в твоем сердце. Это вот как раз пример поэтического языка. Лучше в данный момент найти слов для того, чтобы передать вот это состояние любви, стремление к человеку нет. Вот это и есть поэтический язык. И поэтому Господь, конечно, именуется вот, как Сын Божий воплощенный, он именуется Агнцем. Например, в посланиях апостольских. Да, он сам себя называет лозой, он называет себя дверью. Веру апостол Павел называет якорем, за который надо держаться. Церковь, которую вообще тоже очень сложно определить обычными человеческими понятиями, вот, ее называют телом, тело Христова.
Таких примеров много. Ну и вообще язык наполнен метафорами, антитезами, то есть противопоставление, гиперболами, некими преувеличениями, притчи, это язык, в Новом Завете очень много притч. Сама речь – это не только такие сладкие увещевательные беседы. Евангелие от Иоанна, то есть его вступление, оно в греческом языке оно звучит как такой некий стих в прозе. «Эн архе, эн о логос». Сами слова сложены так красиво, что когда их читаешь, то вот как бы наслаждаешься их звучанием. Потом немножко уже в процессе самого Евангелия, конечно, этот высокий стиль, с которого Евангелие начинается, не выдерживается, но в самом начале евангелист это показывает. То же самое в Евангелии от Луки. Лука, конечно, он владел греческим языком, и его язык – это язык высококультурный, это язык изящный, то есть это не язык простого разговора, и даже в русском переводе это чувствуется, да? Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами вещах, вот, как нам передали бывшие от начала свидетелями слова, так, я на память цитирую, так рассудилось и мне, удержавный Феофил, вот, написать тебе, чтобы ты имел вот, в словах, которым ты был научно утвержден. Ну, потом в процессе, опять же, Лука переходит где-то уже на более спокойный стиль. Вот в отдельный момент он показывает такую аристократичность. Но вместе с тем, иногда это язык очень простой. Никаких приемов, никаких образов, простота. Просто описывается событие. Коснулся, и тотчас проказа сошла с него. То есть Господь исцеляет, и евангелисты излагают это просто как чудо. Не добавляют туда никаких эмоций, никакой философии, почти даже никаких комментариев. Просто чудо само по себе, оно излагается так, как есть. Библия предназначена для разумного понимания, не для транса, не для медитации. Сам Господь, например, сказав некую притчу, он потом спрашивает апостолов, поняли ли вы это все? То есть ему важно, чтобы мы поняли. Он растолковывает иногда притчи, иногда дожидается вопроса учеников, иногда сам растолковывает, иногда вот их спрашивает, насколько они поняли. Апостол Павел пишет, что да разумейте превосходящую разум любовь Божию. То есть любовь Божия, она превосходит человеческий разум, но он призывает нас ее уразуметь, то есть отчасти постигнуть умом, но и, конечно, прежде всего сердцем. Вспомним, да, замечательные слова Христа. Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Еще, пожалуйста, фраза из святителя Лука Крымский, это уже наш современник, 20 век, говорит. Если мы народ святой, царственное священство, разве не должны к нам предъявляться самые высокие требования, какие ставит Господь Иисус Христос? Разве не нужно требовать, чтобы понимали мы всю глубину истинности этих слов Христовых? И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. То есть это конкретные заповеди, которые изложены на понятном для людей языке, хотя иногда и сложно их уразуметь, в основном это связано с окаменением нашего сердца, но к этому надо стремиться. Вот мы тут разговариваем с одним молодым человеком, он жалуется как раз на окаменение души, о том, что не чувствует ничего, ни сострадания, ни слез, ни сожаления, ни сочувствия никому. Вот. А что в таком случае надо делать? Я ему говорю, что надо покаяться. То есть вот те грехи, которые привели к такому окаменению сердца, надо в них принести покаяние. И если твердо решиться больше их не совершать и, так сказать, жить по заповедям Божьим, то придет благодать Божия, она очистит, поможет, и снова сердце будет любить. Это и главное его свойство. Тут мы должны понимать, что существуют в истории человечества другие книги. Они тоже для определенных народов, в определенных верах они именуются духовными или священными, но смысл их не для разумного понимания.
изначально они существуют для того, чтобы в определенной обстановке, то есть там, допустим, отбой барабанов, при определенных световых эффектах, при определенных звуках музыки, человек впал в некий транс, то есть в измененное состояние психики. Вот. И в этом измененном состоянии психики он уже вступил в общение с некими духовными сущностями. Вот. Ну, мы уже сейчас оставим за рамках нашей сегодняшней беседы, с какими именно сущностями в таком состоянии человек общается, но подчеркнем, что христиане верят, что Бога надо познавать разумно, что человек должен общаться с Ним все-таки в состоянии трезвого, спокойного ума и чистого сердца. Хотя и есть в аскетике, например, такие особые духовные состояния, как восторг, даже экстаз, умиление. Вот как, например, Иоанн Богослов пишет, да, «Я был в духе в день воскресный». Это все есть. Но это не отменяет такого духовного трезвения. То есть Библия это не для транса, а все-таки для понимания. Вот. Хотя и молитвенные моменты в ней тоже есть. Есть вот песни, молитвенные псалмы, они изначально составлены как именно духовные гимны, песни. Есть и молитвы, «Отче наш», например, присутствуют. Они изложены. Далее хотелось бы сказать, что Библия вообще это очень честная книга. Честная. То есть для нее это свойственно. Не приукрашивать действительность. Вот что есть, то и говорить. Если апостол Павел был гонителем, а потом стал апостолом, значит, так это и описывается. Если апостол Петр отрекся, ну, значит, это и не скрывается. Если царь-пророк Давид совершил прелюбодеяние, вот, ну, зато у нас в результате появился 50-й псалом, покаянный, который мы как минимум один раз в день в утренних молитвах, а иногда и по несколько раз в день читаем. Вот. Если апостол Петр лицемерил, даже уже после схождения Святого Духа на них, ладно, там отрекся еще, так сказать, до вознесения Господня, а уже после схождения Святого Духа он лицемерил, то об этом тоже говорится в книге Деяний, как апостол Павел его обличил. Если апостолы между собой поссорились, было такое, произошло недоразумение, недопонимание, и они разошлись в разные стороны, один туда, другой сюда, и об этом тоже рассказывается. То есть книга честная, Библия – это очень честная книга. Фома сомневался и так далее. Сегодня вот памяти священномученика Киприана. Он был колдуном, причем колдуном высочайшего посвящения, который лично общался с дьяволом, видел его, это описано в его житии, который управлял стихиями, насылал эпидемии на целые города, совращал людей и так далее. И он стал не просто прощенным и христианином, а он стал епископом, священномучеником, святителем. Вот, ему молятся сейчас, и он помогает именно в таких вот случаях. Святой Киприан и мученица Иустина. Мы просим их молитвы за нас. Поэтому эта честность, она, конечно, должна быть и в нашей жизни. Дьявол, как говорит Господь, является лжецом и отцом всякой лжи. Поэтому тот, кто хочет быть сыном не дьявола, а сыном Божьим, обращаясь к Богу как к Отцу, Отче наш, тот, разумеется, должен стремиться жить по правде. Как сказано, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Не просто не обманывать, а еще и алкать и жаждать правды, добиваться этой правды. Вот мы немножко еще поясним, что правда Божия – это не просто честность, а это жертвенность. Вот правда Божия во Христе открытая заключается в жертвенности. Священное Писание несет отпечаток исторического, культурного контекста эпохи. Поэтому это надо понимать. И чтобы хорошо понять Ветхий Завет и Новый Завет, нам приходится это изучать. Мы часто читаем такие вещи, которые нам сегодня непривычны. Ну, например, о том, что люди возлежали за столами. Мы сегодня за столами сидим, а в ту пору возлежали. Вот. И тогда становится понятным, как вот женщина-блудница омывала ноги у Христа, что она вот позади стояла и слезами омывала его ноги, отирала своими волосами и помазывала миром. Монеты, например, там, динарии, лепта, кондрант. То, что рабы умывали ноги. Помните вот этот момент, сюжет, что Иисус умывает ноги ученикам.
Сегодня нам это не совсем понятно, потому что мы так не делаем, и никто так не делал. Вот. В то время это была функция раба. То есть раб, входящим людям в дом, он умывал ноги. Вот. То есть Господь таким образом, этим действием показал, что означают его слова, что чтобы вы друг другу умывали ноги. Кто хочет быть из вас первым, да будет всем рабом, да будет всем слугой. Тем самым он создал церковь на основе смирения, на основе служения. Вот, то, что к Иисусу относились вот как к учителю, то есть как к раввину. Мы видим вот эту фразу фарисея, например, скажи, учитель. Да? Вот. Или к нему подходили как бы с толкованием, да, вот позволительно ли давать подать кесарю или нет? Вот скажи, давать или не давать. Вот. То есть он как толкователь из Священного Писания, он должен был дать ответ. Ну, гениальный ответ Христа, конечно, все должны знать. Да? Отдавайте кесарю кесарева, а Божие Богу. Следующее. При всей своей понятности, по крайней мере, стремлении к понятности, Библия имеет и определенную загадочность. Загадочность надо понимать здесь не как некую такую оккультную таинственность, а как то, что она имеет в себе указание на судьбу мира. В основном речь идет о книге Апокалипсис и о некоторых пророчествах Христа. И они нам не вполне понятны, потому что, или потому что они еще не сбылись, или потому что просто мы сами, может, недостаточно чисты сердцем и душой, чтобы их воспринять и понять. Мы их читаем тоже в толковании святых отцов. И они раскрываются постепенно, по мере духовного возрастания. Как сам Господь говорит, что вам дано знать тайны Царства Божия, а им не дано. Не потому, что от кого-то из людей скрыто, а потому, что не все хотят. Не все хотят. И Господь открывает вот по мере как бы твоего желания, твоей готовности, твоего подвига к Нему. Об этом же говорят и слова Христова, о том, что имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что он думает иметь. То есть вера начинается с маленького состояния, как зерно горчичное, но она должна расти. Тогда она станет деревом, в котором будут укрываться и птицы небесные. Таково Царство Божие. Вот. И в книге Апокалипсиса мы далеко не все понимаем, что за 7 печатей, что за 7 чаш, что за вавилонская блудница. Вот. И в те времена можно было истолковать эти образы, это было актуально. И сейчас они, наоборот, раскрываются, вот, как, например, отец Андрей Ткачев, протоиерей, вот он этот образ вавилонской блудницы довольно точно и так довольно убедительно, например, применил к современным торгово-развлекательным центрам. Потому что там звучат вот такие фразы, что то есть продаются люди, продаются души, продаются тела. И на самом деле мы видим, что продаются, что человек посвящает себя вот этому сребролюбию, наслаждению, он приходит туда и купить, продать, и поразвлекаться. Вот, и многие люди продаются, то есть принимаются за такую работу, которую они не любят, они вынуждены ей заниматься, за кусок хлеба они себя продают. И обнаженные тела выставляются, там, например, в рекламе, в видеороликах. Поэтому в какой-то степени, да, этот образ вавилонской блудницы, он, наверное, реализуется в современной действительности. Конечно, мы поголовно сейчас всех не осудим, посетителей и владельцев торгово-развлекательных центров, но и быть внимательным к этому тоже надо. Библия, мы уже эту мысль сказали, еще раз ее обозначим, что она открывается через аскетику. Есть такое понятие аскетика, от слова аскео, обрабатывать, такой вот, как камнетес, с камня убирать лишнее. Также и пост, молитва, различные подвиги телесные, были в древности, лежание на земле, стояние на столбах, ношение вериг, ношение власеницы и так далее. То есть различные аскетические приемы, молчание и так далее, они помогают человеку очистить свое сердце, реализовать заповеди некоторые, например, как апостол заповедует, непрестанно молитесь. Столпники, они вставали на столбе, чтобы непрестанно молиться. Даже в сне отказывали себе
спали там буквально чуть-чуть так вот на ходу, там, прямо на этом столбе, вот, несколько минут обходились. Снова уже по самой необходимости. И вот через эту работу над собой открывается, Священное Писание открывается. Я хочу вам прочитать несколько строчек из первого послания апостола Петра. 2 глава, он говорит: «Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь». Вот здесь он пользуется как раз образом, да, то есть благодать Божию, наставление Божие, Священное Писание, он именует молоком, словесным молоком, как младенцы возлюбите это молоко. Но как возлюбить? Возлюбить в чистоте, то есть младенец, он чист, он имеет в себе наследственный грех, своего греха пока не имеет. Но отложить надо злобу, коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие. То есть, если человек злословит, ну, например, лжет, клевещет, сплетничает, ругается матом, ему очень тяжело понять вот это словесное молоко. Он слышит, но его сердце будет отвергать от себя. Поэтому познание воли Божьей через Священное Писание, оно обязательно должно сопровождаться с нравственной работой над собой. Женщина одна рассказывала, что до крещения, когда она пыталась читать Библию, ничего не могла понять. Просто для нее как мертвый текст, никакого смысла она не видела в этом. После крещения она стала понимать. Помню, сам задумался над фразой, не понимал раньше, что значит, вот посмотрите на лилии полевые, и что если Бог их так украшает, то не заботьтесь об одежде. Вот. А потом стало понятно, когда я увидел несколько духовно красивых людей, которые действительно настолько красивы своим взором, мимикой, жестами, походкой, движениями, что я понял, что человеку не надо украшать себя одеждой, плетением волос, жемчугами, камнями. Ему надо украшать себя изнутри. Вот эта внутренняя красота, она начинает сиять в человеке. И внешние украшения уже не нужны. Вот. Чтобы понять это, вот как раз пришлось тоже вот обратиться, помолиться, потому что в толкованиях сразу не нашел, а как-то вот так через молитву она пришла. Библия изначально была написана на разных языках. Это в основном арамейский, древнегреческий, если говорить о Новом Завете. Вот в Ветхом Завете это древнееврейский. Вот. И сегодня существует множество переводов. По некоторым данным, порядка 3000 разных переводов. Они постоянно обновляются, уточняются, редактируются, создаются новые переводы. Вот. И если говорить о нас, то есть церковно-славянский перевод, которым мы пользуемся в основном за богослужением, вот, и множество переводов на русский язык. Самым таким основным считается в XIX веке сделанный синодальный перевод. Вот. Конечно, большинство современных исследователей признают его несовершенство, он действительно имеет некоторые неточности и даже прямо ошибки. Вот. Но все-таки в целом по своей лаконичности вот, он превосходит вот, многие современные переводы, которые стремятся уж прям каждое слово так разжевать и изложить. Вот. А мы же сказали с вами, что библейский текст, он лаконичен, он краток, он точен, он требует мышления, работы над собой, поэтому не все надо разжевывать. Вот нужно усилие мысли человека, чтобы дойти до подлинного значения слова. И вот Господь, когда говорит, например, поставь вторую щеку, когда тебе бьют по первой, вот, ну, здесь надо подумать и порассуждать, и посоветоваться, и толкователей почитать, в какой именно ситуации. Представьте, если Христос стал бы подробно объяснять, о чем идет речь. Ну, тогда бы действительно весь мир не вместил бы пишемых книг. Вот. Но вместе с тем, церковно-славянский перевод, хотя мы его бережем, во-первых, и как богодухновенный перевод, ну, то есть сделанный во многом еще и трудами славянских братьев, Кирилла и Мефодия. Вот. И мы не завершаем пользоваться русским переводом для понимания. Мы в богослужении, потому что оно в целом совершается на церковно-славянском языке, в богослужении его используем. Но, как правило, всегда же идет проповедь, звучит на русском языке.
Пожалуйста, подготовься дома, прочитай заранее на русском. Прочитай после, если что-то было непонятно. Прочитай, хоть даже с собой принеси распечатку. В некоторых храмах, кстати, это и бывает. И иногда, особенно на требах, некоторые священнослужители, они читают в дополнении. То есть вот прочитают на церковнославянском, потом следом прочитают на русском. Или вот паремии из Ветхого Завета, тоже они читаются также по традиции на церковнославянском, но никто не возбраняет их прочитать и на русском дополнительно, или даже, я знаю, в некоторых храмах проводятся такие вот миссионерские литургии, миссионерские службы, там читают их тоже на русском языке. Вот. То есть здесь церковь хранит древность, хранит старину, это в целом ее такой тон, настрой, вот. Но допускает в целом и различные подходы к тому, чтобы Священное Писание было понятно. Но надо сказать еще вот что есть сегодня такие движения, например, в старообрядческой среде, которые вообще возбраняют всякие переводы на современные языки. Вот они считают, что древний перевод, он единственно возможен, и все, а ничего нового нельзя. Все новое – это плохое, недопустимо и так далее. Но при этом они ссылаются как раз на переводы Кирилла и Мефодия. Но напомним, что как раз Кирилл и Мефодий, они были новаторами для своего времени. В то время была так называемая триязычная ересь, по которой переводить Писание можно было только на 3 языка. На греческий, на латинский и на еврейский. Это 3 языка, на которых была написана табличка над головой Христа. И римский престол, пускай не весь, там отдельные епископы римские, они прямо запрещали переводить Писание на другие языки. И вот Кирилл и Мефодий, они как раз проявили такую духовную смелость, переводя на славянский язык. Вот, что, кстати, сделали в свое время потом и святитель Стефан Пермский, переведя на коми язык, коми народ к чести нашей и с благодарностью к трудам святого Стефана. Вот он стал первым нерусским народом, который вошел в русскую церковь, получив собственную епархию. Вот. Поэтому мы не запрещаем переводы на другие языки. И вот эта ересь, продолжение триязычное, она недопустима. И последний еще момент по поводу языков. Знаете, сегодня люди вообще уделяют больше внимания образованию, путешествиям, саморазвитию и так далее. Вот. И с легкостью тратят большие деньги, много времени, когда, например, надо выучить какой-нибудь испанский язык, потому что я вот поеду туда отдыхать, говорит человек. Или учит итальянский язык без какой-то конкретной нужды. Просто вот мне нравится его звучание, вот я учу. Заодно где-нибудь похвастаюсь там какими-нибудь итальянскими словами, вот я такой культурный. Французский язык, китайский язык, экзотика. И вот хочется в этом плане задать вопрос, а почему бы не потратить вот этой силы и время на изучение церковно-славянского языка? Он, во-первых, не такой сложный, он довольно близкий нам. Из него выросло очень много явлений нашей культуры. Если ты хочешь быть культурным человеком, то, как известно, культурный человек, он должен прежде всего знать свою культуру. И тогда он уже может обоснованно изучать другую. Вот. А если он Иван, не помнящий родства, если он свой язык не знает корней своего языка, церковно-славянский является таким живым богослужебным источником для русского языка. Кто тебя будет уважать, простите, в других странах? Даже если ты выучил их язык, а своего ты не знаешь. Церковно-славянский язык при этом очень красивый, он певучий. Многие фразы на нем легче запоминаются. И, как известно, вообще познание другого языка всегда очень расширяет мышление человека, сознание человека, очень обогащает его изнутри, делает его более разносторонним. Поэтому, дорогие друзья, изучайте церковно-славянский язык. Есть прекрасные пособия, например, Алипия Гомановича. Там и цифры, и тексты, и все сокращения, и ударения, и все особенности языка, и падежи. Все это изложено. Вот, и тогда вы действительно очень обогатитесь. Библия читается всю жизнь. Если ты хочешь прийти к Богу, то ты, однажды ее открыв, ты не должен ее закрывать никогда. Дочитав до последней страницы, или там, сделав определенный круг, ты должен возвращаться назад и вновь читать. Во-первых, для того, чтобы понять вот эти более глубокие смыслы,
которая там заложена. А во-вторых, ты сам меняешься. Ты сам меняешься. Сегодня ты такой, через год ты другой, и тебе надо вновь и вновь вот эту духовную пищу. Мы же не кушаем один раз в год или один раз в жизнь. Мы же кушаем каждый день и спим каждый день, и общаемся каждый день. Поэтому и Библия, она должна, вот как духовная пища, в нас входить постоянно. Как говорит апостол, духа не угашайте. Или пишет, например, возгревает дар, который в тебе через мое рукоположение. То есть это призыв вообще-то к каждому христианину дар благодати Духа Святого, который в нас через крещение, в священниках и через рукоположение, его надо возгревать, его надо развивать, его надо поддерживать в себе. Многие люди относятся к этому небрежно, допустим, покаявшись один раз, они считают, что все дело сделано. Нет. Действительно, этим надо заниматься постоянно. Как огонь. Духовная жизнь, она как огонь. Подкладываешь дрова, она разгорается, и это пламя, оно может даже охватить и окружающих, может вовлечь кого-то, если ты действительно горишь верой. Если ты не подкладываешь, там, раз денечек не помолился, там, недельку не сходил в храм на службу, вот, не почитал вместо, вот, передачку не посмотрел, допустим, вместо чтения святых отцов из Священного Писания, а вот и угасает дух, и вплоть до того, что можешь стать равнодушным, теплохладным, и даже врагом Божьим, врагом церкви. Такое, к сожалению, бывает. А Слово Божие, которое изложено в Священном Писании, оно влияет прежде всего, конечно, на дух человека, на его душу, но оно влияет и на организм, на его тело. Вот. Оно способно, это Слово, нести вместе с собой Божью благодать и исцелять человека. Исцелять, в том числе от страстей. Эти слова, конечно, нельзя понимать магически, что ты вот просто каким-то особым образом почитаешь, и оно само по себе исцелит. Это может случиться, может, потому что Господь, Бог есть Дух, и Дух дышит и где же хочет, то есть где хочет. Вот поэтому Он может через свои слова, изложенные в Священном Писании, Он может достичь до тех глубин твоей души, вот где коренится грех, который надо исцелить. Вот я вспоминаю человека, который рассказывал, говорит, вот я пока читал Библию, у меня голова не болела. Перестал читать, заболел. Женщина говорит, я читала, я не выпивала, я не пьянствовала. Вот сейчас не читаю и поэтому пью. И в Евангелии мы много слышим об этом, что пришли люди послушать Его, Иисуса Христа, то есть, и исцелиться от недуг своих, и стражущие от дух нечистых исцелялись. И Он изгнал духи словом, то есть слова Христа, а во многом они в качестве прямой речи изложены в Евангелии, они изгоняют духов. Вот. И есть такой чин отчитки, когда именно из человека одержимого священник, священнослужитель, особо уполномоченный, изгоняет бесов. Вот. Тоже словами, в том числе и словами святыми, священными, вот, прикосновением к святыням, к Христу, к святой воде. Библия приносит богатые плоды в культуре. Она имеет такое свойство, потому что она меняет человека, поэтому она и в музыке воплощается. Вспоминаю, как один человек рассказывал, закончивший консерваторию, как он пришел к Богу, к служению в церкви для священнослужителей. Именно когда в советское время стали запрещенные прежде духовные произведения появляться, он говорит, это была такая красота, которую я не видел раньше, прежде. Она влияет на архитектуру, на скульптуру, на живопись, очень сильно влияет на литературу. Пожалуй, там сильнее всего заметно это влияние. На философию. Помню, как мне один научный работник говорил, говорит, философия, Гегель, Кант и так далее, она вся так или иначе строится на священных текстах, поэтому философия без религии не бывает. На фольклор, то есть на обычные простые притчи, выражения, высказывания. Она входит в обыденный язык. Многие из нас с детства слышали такие слова, как «не судите, не судимы будете». И, может, даже тот, кто говорил, он не знал, откуда они, а их источником, естественно, является Библия. Тайна за 7 печатями. Каждой твари по паре. Плодитесь и размножайтесь. Помню, как попросили молодого человека, он объявляет себя атеистом, записать небольшой ролик против абортов с призывом к деторождению. Небольшой получился ролик, там несколько минут. И он закончил этой фразой. И как сказано в Библии, плодитесь и размножайтесь. Понимаете, вот вроде атеист, а все равно обойти не может. Все равно вынужден, так сказать, к тексту вот этому священному обратиться. Очень интересно получился момент. Вот.
Еще одна особенность Библии – это минимум философии и максимум событий. Мы уже говорили, да, что там нет эмоций, там нет вот таких пустых рассуждений, там просто описывается то, что было. Вот книга Деяний, вот открыл просто ту главу, которая попалась. А Павел, избрав себе силу, отправился, был поручен братьями благодати Божией. Проходил Сирию, Киликию, утверждая церковь. Дошел до Дервы и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка уверовавшая, отец Еллин. Ну и так далее. То есть описываются конкретные события, встречи, факты, чудеса, воскресения Господня. Это тоже отличает от некоторых книг, которые претендуют на то, чтобы быть священными. Там очень много философии, там вот эти рассуждения о каких-то закономерностях мира там, и так далее. Вот. А Библия – это книга историческая. Она рассказывает о том, что было. Она рассказывает об отношениях. О чуде встречи человека с Богом. Вот о том чуде, которое вообще произошло в Иисусе Христе, да, Богу воплощения. И то, что мы продолжаем это, то есть мы это, каждый из нас может присоединиться к этому чуду, войти в эту тайну, каждый по-своему, потому что вот посмотрите, Павел вошел, Петр вошел, Иаков вошел, Иоанн вошел. Вот были рыбаками, Господь проповедовал с их лодки, а потом сказал: отплывите, забросьте сети, поймали много рыб, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков. Вот из простых рыбаков получились апостолы. Такова Библия. Чтобы никто не увлек вас пустой философией, говорит апостол Павел. А как много этой пустой философии, иногда целые тома поисписаны. Читаешь, аж устаешь. Помню, прислал мне один человек такую вот книгу, свой трактат. Он написал свой трактат, он пытался в нем соединить и библейские тексты, и буддийские тексты, и просто свои рассуждения. Читал, у меня аж голова заболела от этого чтения. А иногда откроешь какие-нибудь простые проповеди архимандрита Иоанна Христианкина, несколько строчек, и как будто живая вода в тебя влилась. Или Библию даже. Вот откроешь какая-нибудь заповедь Христова, вот она так войдет в ум, вот, и даст ответ на затруднительный вопрос. Или просто сердце согреет. Помню, Лука Крымский тоже одно время он помышлял оставить именно служение в священном сане, как он рассказывал, посвятить себя только медицинской деятельности. И когда во время службы в церкви читали слова вот эти Христовы апостолу Петру: «Паси агнца моя, паси овцы моя», он говорит: я затрепетал перед этим, вот и чувствовал, что сейчас что-то прозвучит очень важное именно для меня. И он понял, что эти слова были обращены к нему, что Господь его призывает именно продолжать святительское служение. Вот так Бог может через свое слово говорить. То библейское простое, краткое, красивое. «Хочу очистись. Юноша, тебе говорю, встань». Они пошли и проповедовали повсюду Господу поспешествующую и слово утверждающую последствующими знамениями. Аминь. Это Евангелие от Марка, по-моему, заканчивается этими словами. Я прочитал в церковном славянском переводе. Вот. Конечно, сколько там событий в этих путешествиях апостолов, огромное количество. Но здесь просто сказано: повсюду проповедовали. У Библии много авторов, но над ними главный. Один главный автор, а он уже через своих слуг, через своих святых, он пишет это. Как уже многие начали составлять повествование, да, вот это вспоминали слова из Евангелия от Луки. Про силу слова мы уже, пожалуй, сказали, чуть-чуть добавим, что по выражению святого Павла, Слово Божие проникает до разделения души, духа, составов и мозгов. Сегодняшний мир, он увлекается наглядностью, рекламой, презентациями, видеороликами и так далее. Библия не имеет в себе картинок. Хотя есть издания с иллюстрациями, но в принципе это слово, потому что сильнее слова нет ничего. Оно действительно проникает до глубин нашего сердца. Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Вот человек слышит этот призыв, как лично обращенный к нему. И все приложится вам. И надеешься, что эти слова действительно дойдут именно до сердца, из глаза, из уст в уста. Простите и проститься вам. Все могу, говорит апостол, укрепляющий. Все возможно верующему. Господь говорит. Библия вечная книга. Как говорит сам Христос: не нарушить пришел я закон, но исполнить. Ни одна йота или черта не придет из закона, пока все будет.
То есть меняются времена, меняются люди. Истина Господня, как сказано в Псалме, пребывает вовек. Люди и технологии меняются, истина Господня пребывает, вера пребывает. И мы исходим из того, что откровение Нового Завета – это конечное и полное откровение. Другого не будет. Мы его все лучше и лучше, глубже и глубже понимаем, но иного откровения уже не будет. Будет только явление Христа, того самого, будет его второе пришествие и всеобщий страшный суд. Но, в принципе, нам уже все дано, что нужно. Новый Завет, это известный факт, он раскрывает образы Ветхого Завета. То, что было там, вот эти многие обрядовые вещи, которые люди совершали, не понимали, что это значит, они осуществляются в новом. Ну, разумеется, это и события, такие как переход через Черное море, это прообраз крещения, это и змей, которого вознес Моисей, церковь много раз воспевает это как прообраз креста Господня. Ну, это интересно, там есть обрядовый момент, это в толковании Григория Двоеслова, когда священник входит и выходит из святилища в Ветхом Завете. И вот он толкует это применительно к православному духовенству, что священник, он должен то в себя внутрь погружаться, то есть в молитву, богообщение, а потом вновь идти к людям. И ведь действительно, и Христос так делал. Христос наш главный священник, первосвященник, прошедший небеса. И мы читаем, что он удалялся в пустое место и молился. А потом вновь его там люди находили, настигали, и он вновь исцелял и учил их много, так что и хлеба некогда им было кушать, ему и его ученикам. Но некоторые вещи, которые звучат как образы, их надо понимать не как символы, только лишь что-то обозначающее, а как символы эпифанические, слово эпифания, то есть явление. Вот. Они являют, потому что по-другому нельзя выразить это. Вот когда Господь говорит, например, «Я дверь», это можно как раз понимать так. То есть Он, вот вход в Царство Небесное. Дверь – это не просто деревянный предмет, как пишут иногда в критических текстах по поводу причащения. Вот. Дверь – это проем. Дверь, прежде всего, это проем. Так вот, через Христа нам открыт проем, то есть нам открыт вход в Царство Божие. И лучшего слова, значит, чтобы передать эту реальность, нет. Вот. Также и тело и кровь Христова, мы об этом уже сказали, да, что православная церковь понимает именно как действительно тело и кровь. Не как намеки, не как символы, не как воспоминания, а как действительно тело и кровь. Хотя и по виду они, конечно, другие, но такие тело наше тоже бывает, меняется очень сильно по виду. Вот. И вообще в природе очень много что может трансформироваться и принимать разный вкус, цвет, запах и так далее. Мы понимаем это как реальное тело Христа. Библия, безусловно, перекликается с другими культурами, книгами, религиями. Они оказывают влияние на нее. Но категорически нельзя ее понимать как синкретизм, то есть просто как вот сложение их в нечто одно целое. Мы должны, если даже мы где-то, допустим, в какой-то философии или там религии, или в древней духовной традиции мы нашли что-то похожее на божественное откровение, то мы должны порадоваться тому, что люди или сами дошли до понимания того, что, например, не лги, что ложь – это плохо. Или, может, им было Богом открыто, потому что Бог ведь все равно открывал как-то через ангелов, через пророков каких-то, там, вещателей и так далее. Вот. Или просто через красоту мира Он открывал это людям. Поэтому нельзя вот так вот просто взять и пытаться все это соединить в одно целое. Потому что, как сказано в Писании, в Нем, то есть в Иисусе Христе, все сокровища премудрости и ведения сокрыты. То есть в Нем есть все. Если ты хочешь их познать, эти сокровища премудрости и ведения, не ищи нигде ничего на стороне. Просто вот бери, принимай, все. Так как есть и тебе Христос откроет все. И земное, и духовное, и небесное, все тебе даст. Все, что тебе нужно. Надо знать, что существуют книги вот, в Библии каноничные, но не совершенно вдохновенные с точки зрения веры. Есть книги, так называемые апокрифические. Апокрифические книги – это книги, которые вот, о его чудесах или о его словах, вот. Но церковь их не включила в канон Священного Писания. Ну, во-первых, церковь исходила из соображений минимализма,
Вот она включала вот только самое-самое нужное, надежное, проверенное. Вот. А во-вторых, таких книг вообще существовало апокрифических очень много. И достоверность их подвергалась сомнению. И среди них выделяются такие душеполезные, которые, в принципе, вот, являются основой некоторых наших, например, повествований о земной жизни Пресвятой Богородицы, о ее успении, о ее Рождестве и так далее. Вот. А некоторые являются прямо запрещенными. То есть их нельзя читать категорически верующим людям. Потому что у них идет прямое искажение нашей веры во Христа. Вот. Но лучше здесь, вот уже как конкретный совет скажем, не зная броду, не суйся в воду. Я, например, сам лично не рискую вообще читать апокрифические книги. Потому что вот какая-то мысль, какая-то фраза западет в душу, и ты ее будешь говорить, и ты ее будешь носить себе, уже как бы не отделяя ее от подлинного текста. Поэтому вот церковь Духом Святым определила то, что нам необходимо. Вот этого достаточно. А в качестве священного предания, то есть в житиях святых и так далее, нам еще дополнительно дается, вот, что нам нужно для лучшего понимания этого откровения. И не надо искать каких-то вот особых тайн, откровений, там, мистики и так далее, а уж тем более пытаться доказать, что церковь что-то не так понимает. Ну, есть такая, знаете, линия в библейской науке о том, что вот существует основной текст, так называемый текстус рецептус, вот, а есть, то есть текст принятый, а есть какие-то другие тексты, ну, их много там составленных, на основе как раз вот древних манускриптов, например, текст Несли Алланд и так далее, вот, которые значительно отличаются от общепринятого текста. Это только путаницу вносит. Ну, может, для тех, кто хочет себе славу человеческую собрать, это и полезно, привлечь к себе внимание очередное, вот, а для тех, кто хочет спасения, это совсем не полезно. Библия, надо понимать, что это не учебник геологии, физики и так далее. Иногда ее за это упрекают, о том, что там о творении за 7 дней и так далее. Библия, то есть верующие-то легко на это все находят ответы, они прекрасно знают, как это все объяснить. Ну, в частности, допустим, что те дни это вовсе не дни, а может и периоды времени. А если даже понимать их как дни, то Бог же всемогущий, может и действительно за 7 физических дней, за 6 дней создать мир. Но если мы будем подходить к Библии вот с научной придирчивостью, то нам придется, например, Новый Завет закрыть на первой странице. Потому что здесь написано: Авраам родил Исаака. Это 2 стих Евангелия от Матфея. А поскольку всем известно, что мужчины детей не рожают, что теперь? Значит, все остальное неправда, что ли? То есть здесь речь-то идет, конечно, не о физиологических процессах, а о духовных сущностях и отношениях. Поэтому давно уже известно, и Ломоносов это хорошо выразил, что наука настоящей вере противоречить не может. И настоящая вера науки настоящей тоже противоречить не может. Неправильно делают те, кто хочет веру циркулем измерить, но неправильно делают и те, кто полагается только на веру и отвергает науку как способ познания земли. Поэтому настоящая вера, настоящая наука всегда прекрасно сосуществуют. В Новом Завете нет обрядовых тонкостей. Там нет чинослужб, чинолитургии. Там ничего не говорится, например, о крестном знамени, только есть намеки на это. Когда апостол Павел говорит, что мне хвалиться не подобает только о кресте Иисуса, Господа нашего Иисуса Христа, или о том, что я язва Христова на теле своем ношу. Там нет пищевых регламентов. Это все уже дело церкви. Вот как Господь сказал, что слушающий вас меня слушает, а отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшим меня. То есть Он дает полномочия своим апостолам устроять церковную жизнь, как раз вот составлять вот эти все регламенты постов, служб и так далее. Кто церкви прислушает, да будет тебе как язычник и мытарь. Буква убивает, а дух животворит. Ничто, входящее в человека, не оскверняет человека, и исходящее из сердца, то оскверняет человека. От сущих давайте милостыню, и вот все чисто вам будет. В духе Бог есть дух, и поклоняющийся Богу в духе истине должен кланяться. Ну и так далее.
есть обрядовые вещи, надо понимать, могут изменяться. Это вроде бы такая уже аксиома, сегодня это многие поняли. Но вот со старообрядцами, к сожалению, до сих пор мы никак со многими понимания не найдем в этом вопросе. Они упрекают нас за то, что вот мы стали крестное знамение изображать по-другому. О том, что кушаем вместе с иноверными, там, с инославными. Есть у них такое понятие, как мерщение, то есть недопустимости этого. Крестный ход, вот, чтобы вот он ходил в правильном направлении, сколько поклонов делать. То есть они считают, что изменение обрядов, все это, вот, это нарушение самой веры. Господь постоянно подчеркивал, что главное это внутреннее, это вера в Духе истины. Обряды важны. Мы не говорим, что они не важны. Вы знаете, с какой трепетностью церковь вообще хранит обрядовую сторону. Но они все-таки по обстоятельствам времени и по состоянию людей, они могут изменяться, это очевидно. И даже те же старые обряды, которые мы называем староверческими, старообрядческими, явно же они совсем не такие, как апостольские. Вот. Они не с первых веков, они тоже сформировались в определенное время. Вот. И начать с ними критически разбираться, их тоже все можно также подвергнуть сомнению и критике. Да и вообще мы с вами же уже сказали, в какой на самом деле духовной свободе жили отцы древности. Что они даже к канону священных книг они относились так очень просто. Они говорят, если уж хочешь, вот, пожалуйста, я тебе так вот сообщу. Но это не так важно, у нас эту книгу читают, а вот в той общине не читают. Спокойно они к этому относились, потому что они чувствовали живое присутствие Христа. Вот когда это живое ощущение Христа теряется, тогда люди действительно начинают судорожно хвататься за вот эти обрядовые тонкости, боясь, что они потеряют что-то очень важное. Нам надо стремиться к этому, к живому общению со Христом в церкви. Есть в Новом Завете такие вещи, которые напрямую не сказаны. Но они сказаны или намеком, или они понимаются, как синтез нескольких заповедей. Вот помните, когда у Иисуса Христа самого спросили, допустим, что вот если женщина была 7 раз в браке, а потом вот в Царстве Небесном, за ком она тогда будет, если 7 мужей имели ее женой? И Господь говорит, не заблуждайтесь, не зная Писания, ни силы Божьей. И он так показывает одну фразу из Ветхого Завета, что не помните ли, как Бог сказал Моисею при Купине, что я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. То есть Бог не есть Бог мертвых, Бог живых. То есть напрямую не было сказано, что люди вот живут после смерти так, это в Ветхом Завете, что их ждет вот это Царство Небесное. Тому были свои причины, об этом особый разговор. Хотя, если сказать кратко, то чтобы люди любили Бога не ради награды, а ради самой любви, не ради воздаяния Царства Небесного. Да, оно, собственно, тогда еще не открылось, его Христос открыл своими страданиями и своим воскресением. Вот так же и молитва за усопших. Сегодня часто упрекают православные, говорят, где вот написано в Евангелии, что надо молиться за усопших. Да, напрямую не написано. В Ветхом Завете написано, правда, в неканонических книгах. Но разве из той истины, что, допустим, вот когда апостол Павел в послании к Колоссянам говорит, что когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. То есть факт посмертного существования человека – это безусловный факт. И если его соединить, например, с такой заповедью Христа, что все, что попросите в молитве с верой, получите, и со многими сюжетами, когда вот Христос даже прощение грехов давал человеку не за личное покаяние, а за то, что просили за него, ходатайствовали. И мы понимаем, что ходатайство других может очень много сделать, много может молитва праведного, да, это из апостола Якова. Разве из этого мы не можем так вот соединить и сказать, что молитва за усопших существует, имеет право, и Бог ее принимает. Уж не говоря о том, что она существует в церкви с древнейших времен, это несомненный факт, и мы из многих случаев видим, что Господь ее принимает, открывает людям, что действительно ему приятно, угодно эти молитвы, что Он прощает тех, за кого мы молимся, и прочее, прочее. Поэтому возьмите еще раз на заметку, как опасно ходить в руках со Священным Писанием и придираться к практике церкви.
Но вместе с тем, конечно, мы признаем, что бывают недостатки, в том числе и в церковной жизни, и церковь, она имеет такое свойство постоянного самообновления, очищения, освящения, потому что она Духом Святым управляется. И по временам, даже на века, ее то сковывает, например, какая-то синодальная система, но она вновь и вновь очищается и торжествует, потому что она невеста, она Божья невеста. Вот, замечательный есть праздник, это неделя торжества православия, первая неделя Великого Поста, победа над всеми ересями и расколом. Вот мы уже приближаемся к концу сегодняшней нашей лекции, беседы. Вот, что еще скажем? Мы говорили, что Слово Божие, воплощенное в Библии, лучше сказать, воплощенное во Христе, и Христос и есть Слово Божие, да, воплощенное в человеческой природе, и вместе с тем записанное словесным образом в Евангелие, оно способно менять не только культуру, оно способно менять вообще жизнь целых народов. И в этом плане мы видим такой удивительный факт. Россия вроде именуется в Конституции светским государством, но когда мы смотрим на ее гимн, мы понимаем, что не светская, потому что она священная держава и хранимая Богом страна. Когда мы смотрим на календарь государственных праздников, мы видим там Рождество Христово. Когда мы смотрим на герб, хотя сегодня не так уж много верующих-то в России по-настоящему, конечно, осталось, вот, но на гербе мы видим икону. То есть не совершенно прям икона по всем канонам написана, но в принципе иконописное изображение Георгия Победоносца, который никогда в России не был. А почему она там оказалась? Почему икона? Почему святой Георгий Победоносец вдруг на гербе России? Он же задолго, веков за 7 до появления России вообще на карте мира. Вот интересный факт. Но Господь об этом сказал. Сегодня мы читали, кстати, как раз это Евангелие от Иоанна, 36 зачало, что «Ины овцы имам, я же не суть от двора сего, и ты ями подобает привести, и будет едино стадо и един пастырь». То есть он призывает разные народы, просвещает их и, разумеется, меняет их жизнь. «Мы оставили все и за тобой пошли», говорит апостол Петр. То есть, идя за Христом, человек оставляет все. В том числе и многие обычаи, традиции, лично он, и народы оставляют. Очень хотелось бы, чтобы языческие традиции у нас остались в прошлом, погребальные, там, бросание монеток на гроб и так далее. «Кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником», говорит Христос. То есть нужно вот это вот такой подвиг, поворот, отречение, то есть признание себя погибающим без общения с Богом, а тогда уже Господь входит в свою душу и наставляет. Какие-то обычаи даже и оставляет, какие-то даже и освящает Он своей верой, но в целом преображает. Вот. На Библии нельзя гадать. Некоторые предлагают, там, вот открыл наугад и там скажи, что-нибудь прочитал, вот это и будет тебе то, что надо. Так делать нельзя. Библия для этого не предназначена. Она не предназначена для магии, для каббалистики, вот, для нумерологии, для астрологии. Не смейте ее с этим смешивать. Это будет хула на Бога, это будет кощунство по отношению к Богу. Вот. Библия очень во многом воплощается в богослужении. Вот, например, догматик 8 гласа поется в субботу вечером всегда на службе. «Царь небесный, за человеколюбие на земле явися, из человеки поживе, а девы бо чистая плоть приемой, из нея прошеды с восприятием, един есть сын сугуб естеством, но не ипостасью, тем же совершенно того Бога и совершенно человека воистину проповедуем». Ну, в общем, в богослужебных текстах, то есть в стихирах, в тропарях, в канонах разъясняется библейский текст, в житиях святых он реализуется, поэтому вот приходи, молись, слушай, вникай, изучай, заучивай там, тропари праздников и так далее, тогда ты будешь понимать по-настоящему, не от ума уже, а только от сердца. Тем же совершенно того Бога и совершенно человека, воистину проповедующего, исповедуем Христа Бога нашего, Его же моли, Мати безневестная, помиловайтеся душам нашим. Так заканчивается этот богородичный догматик 8 гласа. Поется на иныне, на стихирах, на Господе возвах, воскресной службы, служится в субботу вечером. Вот. Евангелие – это не биография, это не просто история, это не мистика, это лучше всего сказать словесная икона Христа. Бог во Христе пришел в мир, и вот лучше это выразить словами,
чем это смогли сделать евангелисты, апостолы, видимо, невозможно. Как говорит потом апостол Павел в послании Галатам, перед глазами у вас был Христос, как бы у вас распятый. То есть он пришел, он проповедовал, и вот он словами написал вот эту икону Христа. Они так уверовали, говорит, как вы были блаженны, вы же глаза свои были готовы вырвать, отдать мне ради Христа. О, несмысленные Галаты, почему же вы сейчас возвращаетесь к бедным, к вещественным началам мира, наблюдаете дни, месяцы и годы, и печалюсь, не напрасно ли я трудился у вас. Вот. Не ищите в Библии какое-то особое тайное знание, как вот занимаются гностики. Это все от тщеславия, от желания создать свою церковь. Не войти в церковь Христову, создать свою церковь, то есть быть як обозе. Это первый исходный грех всех людей. Ну и завершим мы еще на такой ноте. Иногда подмечают некоторые так называемые противоречия в Библии. Там, где-то написано 2 слепца, где-то там говорят 1 слепец, дважды петух пропел или трижды. На какой день Пасха в том году выпала, например. Где-то Господь говорит поститься, где-то говорит как будто не поститься. Где-то говорится о дихотомии, что человек состоит из души и тела, а где-то о трихотомии, дух, душа и тело. На самом деле это никакие не противоречия. Это все становится очень понятным, когда ты изучаешь Священное Писание, когда ты, во-первых, смиряешь свой вот этот гордый, кичливый человеческий разум, когда ты начинаешь читать святых отцов, которые все это прекрасно объясняли, разъясняли. Поэтому, дорогие друзья, я завершаю на этом. Я благодарю всех, кто сегодня поучаствовал в нашей лекции-беседе. Я желаю, чтобы Господь был с вами. А Библия, священная книга, это тому великий, большой помощник. Читайте ее внимательно, трепетно, с благоговением, в контексте священного предания, и она сделает свое главное дело, для которого она создана, написано. Она, если вы все будете делать правильно, со смирением, она приведет вас к Богу.